Скажем, отец алкоголик, мама тоже не очень-то уравновешенная женщина. И как получается воспитание, так и получается. Это стихийное воспитание. В таком воспитании есть большой шанс, что ребенок не получит нужного направления, и он собьется с пути. Обычно так и происходит. Редко, что в таких условиях человек все же, растущий человек все же выстоял и стал достойным для общества. Может быть, там бабушка окажется хорошая, дядя какой-нибудь, или учитель в школе спасет ребенка, или ребенок еще где-то на спортивных секциях ходит, там хороший мастер. Так? Может быть такое совпадение, тогда он будет спасен от собственных родителей, защищен от них. Это стихийное воспитание. Второе воспитание, системное, это называется традиционное. Традиционная система имеет несколько параметров. Скажем, меня так воспитывали мои родители, отец с матерью, взрослые. Это вошло во мне как мой опыт, а потом у меня самому появились дети, и тот же самый опыт я реализую сейчас в отношении моих детей. Так? То есть я сохраняю традиции семьи. Традиция складывается еще и от религиозных взглядов. Религия такая, скажем, мусульманская религия, там есть свои правила, нормы жизни, свои обряды и так далее. В этих обрядах нравственные ценности заложены. И я воспитываю эти ценности в своих детях. Или христианская семья тоже имеет свои ценности. И, значит, религия тоже накладывает очень мощную силу на систему воспитания. Традиционную. Кроме того, есть образ жизни самого народа. Скажем, в Грузии сложились свои подходы, свои взгляды. Народ имеет свою культуру, исходя из этой культуры и рождаются методы воспитания, способы, ценности воспитания. Так? Наверное, Татарстан тоже имеет свою высочайшую культуру, наверное, имеет образ жизни свой, и этот образ жизни тоже перетекает в семейном воспитании. Влияет. Я не могу сказать, что традиционное воспитание или хорошее, или плохое. В традиционном воспитании есть очень много ценного, чего надо беречь, так, продолжить, умножать, но есть нечто, от которого может быть отойти. В этом нечто, как правило, лежит вот закон подхода к детям. Этот закон, я уже упомянул, фигурально так говорится, кнут и пряник, силовой подход к детям. Старший властвует, младший должен подчиниться воле старшего. Так? Если младший ведет себя нормально, то есть по требованию взрослого, то он получит подарки, получит больше льготов, уважения и тому подобное. Если нет, то он будет наказан. Может быть, у кого-то это слово «наказывать детей», как наказывать, в голове лежит. Вот традиционное воспитание такое, наказание, как правило, хранится. Разного уровня наказания. Наказывать можно ребенка и словом, и физически. И морально ущемить ребенка тоже будет наказание. То есть форм огромное количество. Традиционное воспитание хранит вот этот закон. Закон силового подхода. Закон понукательной педагогики. Не трогай, не бери, не твое дело, хватит, угомонись, уходи, заткнись. Так? И это еще сопровождается голосом. В голосе все это звучит взрослого. Но есть третья система воспитания. Это называется идейное воспитание. Идейное воспитание. В этой третьей системе изначально присутствует цель, что мы хотим получить от нашего ребенка. Исходя из цели, какие нужно подобрать методы, способы, формы, чтобы наша цель состоялась. Как мы должны подойти к ребенку, и что мы должны в нем видеть, чтобы наши надежды
принимали очертания в будущем. Так? Значит, изначально определяется цель, подход к ребенку, взгляд на ребенка в общем. Изначально. Поэтому в идейном воспитании могут быть вовлечены многие прекрасные традиционные приемы, способы. И это должно быть, а от многих нам придется отказываться. Если это системное воспитание зиждется на гуманных началах, то есть о наказании здесь речи не может быть. О грубостях речи не может быть. О недоверии речи не может быть. И многое чего отметается. Ну, как вы понимаете, я хочу предложить вам идею системного воспитания. Это воспитание состоит из 6 элементов. Есть вот таких вопросов, на которых мы должны иметь ответы. Первое – это философский взгляд на ребенка. Кто есть наш ребенок? Кто он вообще? Это сосуд, это существо, это путник вечности, Божье творение. Кто он вообще? Как я его принимаю? Философский взгляд о нашем ребенке. Второй элемент – цель воспитания. Ради чего я готовлю, собственно, к чему я хочу направить. И настолько эта моя цель не противоречит внутреннему движению ребенка. Он ведь тоже пришел с целью. То есть цель воспитания. Это тоже я вывожу из своего философского взгляда, своего опыта жизни, своим умением видеть будущее. Ибо я ведь ребенка хочу забросить в будущее. Я там уже не буду участник этого будущего. Я спасибо буду отставать, а он дальше должен идти. Так? Значит, я готовлю ребенка для того будущего, где меня не будет. Так? Значит, вот это связано с целью воспитания. Какое это будет будущее, и с чем мой ребенок должен войти в это будущее, чтобы он там не пропал. Третий элемент – это подход к воспитанию. Есть подход кнута и пряника, силовой подход. Есть подход гуманный. Это разные подходы, противоположные совсем. Их соединить практически невозможно. Или так, или так. И так не получится. То есть я буду созидать и тут же буду разрушать то, что я созидаю в ребенке. Если буду менять, то есть чередовать этими способами, этими подходами. Так? Или авторитарно, или гуманно надо подойти к ребенку. Это третий элемент. Четвертый – это личность воспитателя. Кто есть мама? А кто есть папа? А кто есть дядя, тетя, дедушка, бабушка? Они тоже ведь воспитатели. Так? А учитель кто потом? Общество. То есть, в первую очередь, личность воспитателя или воспитатели. Они личности. Если вы хотите воспитывать личность в вашем ребенке, уже вы должны сами быть личностью или стремиться быть личностью. Как вы считаете, вы уже личности? Или просто присвоим это слово, потому что, слово почетное, хорошее. Конечно, я личность, я же взрослый. Личность. А что такое тогда личность? Личность воспитателя, кто он есть? Со своим складом ума, характером, нравом, ценностями. Кто он? Пятый элемент – это образ жизни. Какой образ жизни взрослые выбрали для себя. Как говорил Толстой, если образ жизни в семье благий, то проблема воспитания в этой семье исчезает вообще. Хороший образ жизни, так, уже есть воспитательная сила и энергия. Думать о воспитании уже не надо. Но беда в том, что мы не можем выдерживать высший образ жизни, и поэтому получаются проколы. Так?
и ребенок начнет отклоняться от того, от другого, а мы должны вернуться обратно. Этим занимается уже педагогика. Держать ребенка в русле наших намерений. Образ жизни. И, наконец, психология ребенка. Какой психологией мы пользуемся? Знаем ли эту психологию? Что нам надо знать? На что нам надо опираться в ребенке, чтобы у нас было больше согласий, меньше разногласий было. Больше понимания и меньше конфликтов. Что было? Какую психологию я должен брать? Вот я назвал 6 элементов. На все эти элементы мы будем, конечно, говорить, и конкретно с методами будем объяснять. Но начнем вот с первого философского взгляда на ребенка. Я чувствую, что здесь многие из вас религиозно настроенные люди. Это правда? Правда, да? Хорошо. Поэтому тот взгляд, который хочу вам предложить, вы, наверное, примите это, потому что это укладывается в рамках религиозного созерцания мира. Итак, определяемся в духовности, понятие духовности. Если даже нету Бога, я не знаю, кто-то видел Бога? Я не видел. Я просто хочу верить, что Он правда есть. Тогда мне легче становится жить. Если даже нету, давайте пойдем по такому научному пути. Допустим, что Он есть. Кто-то ко мне подходил и говорил сейчас, что я математик. Коллега, мама подходила, да, учительница? Так, кто это был? А вот вы. Математика это слово присутствует, да? Допустим. Допустим, что это есть то, это А это Б, между ними что-то происходит между А и Б, а потом это С, а это Х, и так, и потом складывается уравнение, начнем решать уравнение. То есть математика любит это понятие «допустим». Допустим. Вот я тоже хочу допустить. Допустим, что есть Бог. Допустим. Хотя во мне допущение уже не существует. Я верю просто. Верю. И кто верит, для него тоже допускать этого не надо. Да? Допустим, что есть Бог. Допустим, что есть душа человека, вот такая субстанция. Бессмертие души. Это реально существует. Но кто докажет? Наука не может этого сделать пока. Когда-либо, может быть, сделает это, но пока не может этого сделать. Допустим, что это так. И допустим еще, что наш земной путь есть отрезок нашего восхождения. Мы знаем, когда родились, и знаем, что обязательно из этой жизни когда-либо уйдем. Дай Бог, чтобы это было для вас очень, где-то в 22 веке, 23-м пусть, так? Но все же эта точка придет, когда мы должны уже покинуть этот мир. Так? Как сказано в Коране, Аллах вам жизнь дал, потом Он отнимет ее у вас, чтобы потом опять вернуть вас к жизни. Так? Ну вот, когда-либо мы должны покинуть эту жизнь. Аллах призовет нас. Я, допустим, 3 вещи. Эти 3 вещи не доказываются. Верно? Математика не в состоянии этого доказывать. Никакая наука. Хотя я член большого жюри конкурса «Учителя года», и там один учитель математик из Санкт-Петербурга давал свой мастер-класс. Участник конкурса. Ильин его фамилия. И так он изящно доказал реальность Бога,
что ректор МГУ Садовничий восхитился, и мы присвоили ему вот звание победителя конкурса учителя года. Математически доказал он это. Так своими допущениями, конечно. Ну вот эти допущения. Если эти допущения принимаются как истина, кто-то может сказать, да это правда, для меня это правда. Мне не нужны никакие факты. Я без фактов в это верю. Так? А кто-то скажет, нет, я не могу так просто. Надо, чтобы какие-то веские были аргументы для этого или факты. Так? Для кого это приемлемо, эти допущения, тогда для них надо сделать уже другой шаг и сделать из этих допущений выводы. Что из этого вытекает? Если это правда, это логика математическая. Если это так, тогда, так как мы родители, нам нужно в первую очередь сделать выводы в отношении наших детей. Кто же они тогда? Если есть Бог, есть бессмертие духа, так, есть отрезок пути земной жизни, если это истина, тогда с этой точки зрения, кто наш ребенок? Так? И вот получается то, что нужно нам сейчас. Каждый ребенок, хорошие мои друзья, каждый из вас тоже, потому что вы же тоже были детьми, и сейчас тоже для Аллаха вы дети. Так? Каждый ребенок есть явление в нашей жизни. Если эти допущения правильнее, то ребенка воспринимать иначе нельзя. Есть высший мир, оттуда душа воплощается в тело. Так? Ребенок – явление в нашей жизни. Он явился в эту жизнь. Чудо явился в эту жизнь. Нечто явился в эту жизнь. Ребенок как явление в нашей жизни. Потом вы увидите, что из этого следует, из этих выводов. То есть, так? Он явление. Второе. Ребенок не приходит с пустыми руками. Он явился не для того, чтобы время проводить на земле. Прогуляться, покататься, играть в компьютер, веселиться, курить, пить, наслаждаться, а потом угробиться. Не для этого он приходит в этот мир. Нет. Может быть, на ладони правда записано мой путь. Может быть, эти линии же не повторяются. А почему не повторяются? Что Бог не мог одинаковыми сделать эти отпечатки пальцев, линии. Так? Ребенок не приходит с пустыми руками в этот мир. Если вы еще не читали с вашими детьми такую прекрасную сказку, как «Синяя птица», Морис Метерлинг. Если вашему ребенку уже 4 годика, 5, 6, 7, 8, пожалуйста, посадите его и образно, красочно читайте эту сказку. Про чтение Паата еще будет говорить потом, завтра скорее, но я вот опережаю события. В этой сказке есть такая история, как маленький мальчик попал в поиске синей птицы в пространство, где бытуют нерожденные души детей. Души просто, они потом воплотятся и придут на землю, как ваши дети, так? И удивленный земной мальчик спрашивает, кто они, и тогда ему отвечают. А потом спрашивают, а что он делает? Ему говорят, он ищет, чем должен прийти на землю, когда родится. И с чем? И кто-то говорит, я должен уничтожить войны на земле, что никогда войн не было. Кто-то говорит, я должен вывести особый сорт яблока, чтобы яблоко было таким и так далее. А кто-то... И завершается все это, знаете, с чем? Мальчику земному говорят, с пустыми руками нас на землю не пускают. С пустыми руками дети не рождаются. Никто из вас тоже с пустыми руками в этот мир не пришел. Каждый из вас
с чем-то приходит в этот мир. То есть дарами своего духа. Мы рождаемся дарами своего духа для людей. Назовем это миссией. Я должен что-то исполнить. И то, что я буду исполнять, это будет нужно и вам, и мне. Лучше пример привести. Пример Пушкина, скажем так. Допустим, что мы все находимся в той комнате, в том пространстве, где только что родился какой-то удивительный, чудный мальчуган, мальчик с кудрявым таким волосами, черненький, вовсе не похожий на своих родных. И вас попросили, подержите, пожалуйста, повитуха говорит, пока я еще справлюсь. И вы держите этого новорожденного. Пройдут годы, он будет Александром Сергеевичем. А сейчас младенец. И смотрим. Сколько бы вы ни смотрели на него, мы могли бы вычитать, что он будет творить в будущем. Могли бы. Но неужели вот с этой высоты, с высоты 21 века, кто-нибудь из вас засомнится, что Пушкин пришел с пустыми руками? Он случайно таким родился, случайно Нана не отдали, случайно Нана оказалась умная, так? Случайно такие друзья, случайно такое училище, где он учился, да, царское село, случайно. И в конце концов в этой случайности получил мир величайшего мыслителя, поэта, прозаика, так вот, в общем, величайшего гения. Этот младенец, который я держал в руки, уже сейчас имел в себе пушкиниану. Вот в чем дело. Уже сейчас он до рождения эти стихи уже там писал. Что-то там уже сочинил, сотворил. Сейчас надо все это принести миру, как дар, как подарок и вам, и мне, и всем, и поколениям, которых он знать не будет. Он же напишет и уйдет. Потом уволят его, бах, и он уйдет из этой жизни. У младенцев все это уже прописано, понимаете? Может, во мне тоже, когда моя бабушка держала в руки младенца, так, уже было записано, что я в Казань приеду к вам. Знаю. То есть в ребенке изначально записано будущее с той задачей, с которой он пришел в этот мир. Ребенок несет в себе свое предназначение, миссию. Один пример приведу, чтобы воодушевить вас, потому что очень важно, чтобы вы на ваших детей смотрели именно этим взглядом, чтобы вы верили, что ваши дети действительно несут нечто. Ну, великое, большое, это не важно, нечто важное для нас. Вот няня Пушкина, она не несла свою миссию, она же должна была принять будущего поэта, гения. Она, может, сама не знала об этом, но уже приняла, дала язык, культуру, так? Все мифы, сказки вложила в нем, любовь нажила. А Пушкин влюбился в нее, а маме стихи не пишет, а няня пишет. Вот такой пример. Теперь давайте вот так расскажу, чтобы вы тоже как прием рассказали это своим детям. Был один олигарх XIX века. Он желал, чтобы же были мощным олигархом. Стали. Так? Мощным. Но олигархи, многие олигархи очень почетные для нас, но есть и другого рода. И вот был один олигарх, такой XIX века. И он написал своей дочке письмо. Дочка уже было 18 лет. Он пишет: «С юных лет я мечтал нажиться и разбогатеть, чтобы нажитое от общества вернулось бы обществу, а в скобках напишет народу, в благих учреждениях». Он, правда, разбогател, имел много денег, текстильные фабрики,
магазины разные. Но до своего времени, 19 век, он был богатейшим человеком. Богатейшим. Но он не покупал яхты. Он не строил хоромы. Он приходил к бедным художникам, у которых не хватало куска хлеба. А он талантлив художник, так? И оплачивал, и вдохновлял, заказывал картины, уходил. Тот вдохновленный шедевр создает. Он ездит в Германию, во Францию, потому что там увезли картины русских художников, закупать и возвращает обратно. Эти картины так всю жизнь. Целая плеяда художников вдохновлен им. Создаются шедевры. Наступило время уйти из жизни. И он все это оставляет в Москве, построив еще и галерею. Это Третьяков. Вообразите сейчас Москву без Третьяковской галереи, без Пушкинского музея, без Большого театра. Ну, во что превратится Москва? В метро превратится. Так? Если человек ездит в Москву, чтобы на этот театр поглядеть или даже войти, какой-то высокой культуре соприкоснуться, так, в музеях заходить, так, если... И вот Третьяковская галерея, ведь это высочайшее украшение Москвы. Это создал Третьяков. Что же он говорит? Всю жизнь мечтал разбогатеть. Ради чего? Само разбогатеть, это не очень-то благие желания, так? Но ради чего? Чтобы создавать лучшие учреждения для народа. И создал такое. Это есть миссия. Предназначение. Он больше ничего не хотел. Совершал это чудо. Сам Чайковский. Это же тоже уникальный. Кстати, они в одно и то же время жили. Так? Не знаю, пересекались ли их судьбы или нет. Чайковский, который заканчивает юридическое училище, это гений будущий, так, юридическое училище, и тут же начинает работать в Министерстве юстиции. Ну, как будто карьера начинается, молодого человека. Он любил музыку, мама учила играть на фортепиано, и дальше его учение не продвигалось. Но он так увлекся в детстве, что родители испугались, и инструмент убрали из дома, чтобы он не занимался этим, а то не расставался с ним. И что же тогда Чайковский сделал? Он взял плотный большой лист такой бумаги, нарисовал эти клавиатуры на этом листе бумаги, играл свои будущие симфонии, свою музыку. И вот 19-летний парень работает клерком в Министерстве юстиции. Как будто уже карьера начинается. Но вдруг он услышит, что где-то недалеко от министерства открылись музыкальные классы. Российское музыкальное общество открыло музыкальные классы. Он поспешил и записался в классе фортепиано. Спустя год классы преобразуются в консерваторию. И в Санкт-Петербурге открывается первая консерватория. Чайковский становится студентом первого курса консерватории. И он пишет своему другу такое письмо, близкому человеку. «Я поступил во вновь открытую консерваторию. Не потому, что воображаю себе великого артиста. Нет, я просто хочу делать так, как влечет меня мое призвание». Вот тоже эти слова. Так, как влечет меня мое призвание. Если кто из вас открыл себе свое призвание, это не обязательно профессия. Это может быть вот доброе сердце. Потом я расскажу об одном таком призвании. Вы поймете, так? Может быть и профессия, может быть и нет. Это образ жизни призвания. Или в профессии, или в хобби, или в чем-либо другом. Так?
Если кто откроет в себе это призвание, учтите, вы не сможете от него больше до конца жизни отойти. Вот это и есть миссия. Просто это примагничивает вас к себе, и все. Там могут вам сказать: брось это, там лучшая жизнь, лучшая зарплата, лучше оплачивают, лучше все. Чего ты привязался к этому? Нет, как в латыни, тут стою, иначе не могу. Вот так судьба многих учителей, которые без детей не могут мыслить свою жизнь, но живут бедно. Так? Учительская жизнь, необласканная жизнь. Вот живут так, но другого и не хотят. Как это, без детей? Нет, не надо. Так, многие так, их называют, таких учителей, учителями от Бога. Вот это миссия Чайковского. Что же дальше Чайковский сделал? Закончил консерваторию и тут же, будучи студентом, начал сочинять величайшие произведения. Величайшие. Откуда он это принес? Эту музыку. Случайно все это. А эта консерватория случайно открылась, что ли? Может, открылась она потому, что Чайковский родился сейчас. Вот сейчас пришел Чайковский. Там высшие силы ведь видят, знают. Наши ангелы, в крайнем случае, ведь видят, с чем я пришел. И чтобы с чем я пришел, это состоялось, вот и способствует. Второго Чайковского так сразу не родишь. Поэтому высшие силы организуют нас, мы задумались насчет открытия консерватории. Откроем консерваторию, открываем, а там Чайковский учиться. Сколько Чайковский выпустил? Санкт-Петербургская консерватория, сколько их выпустила? Одного. Хороших исполнителей, да, хороших композиторов дано. Чайковский же один. Так? И мы получили от Чайковского, от Пушкина огромнейшее духовное наследие. Так же, как трудно Москву представить без Третьяковской галереи, вот представьте сейчас нашу жизнь без Толстого, без Пушкина, без Достоевского, без Чайковского, без величайших художников и так далее. Во что наша культура превратилась? Получаем духовную пищу. Но миссия этих людей, и наша тоже в том числе, и в том, что Пушкин писал стихи и радовался этим стихам. Хорошо он написал стихи о себе, памятник возник, нерукотворен и так далее. Потом восхищался своими стихами, ай да Пушкин кричал, ай да Пушкин, ай сукин сын, о себе он говорил. Так? Но он прочел раз, два, три раза свое стихотворение, не всю жизнь же, он идет дальше и другие пишет. Знаете что? Развитие духа происходит в творении своей миссии, а продукт творения достается нам. Вот в чем суть миссии. Во мне миссия, если я найду в себе свою миссию и исполню это, мой дух будет развиваться. Но в этом развитии творение мое вам достанется. И это вам духовная пища. От кого? От Третьякова, от Пушкина, от высших таких сущностей. Ну и от бабушки тоже, которая у тебя, бабушка есть? Вот бабушка тебя воспитывает, обласкала тебя, молитву тебе читала, тем самым себя развивала. Тебе же свои дары духа отдала. То есть человек не рождается без миссии. Каждый из нас носитель своей миссии. Кто-то из вас нашел в себе эту миссию. Может быть, вы нашли эту миссию. Может быть, и не думаете об этом, что надо найти свой путь, надо искать в себе. Вам никто не подскажет этот путь. Ни один психолог, ни один консультант, никто этого не сделает. В чем ваша миссия? Сами должны это в себе открыть. Сами. Ибо ключ к этому сейфу только в ваших руках. Никто не подскажет.
Люди могут сказать, психологи, скажем, какие ваши склонности, ваш образ мышления, ваши вкусы, ваши ценности. Да, это можно. Но с чем я оттуда пришел, и с чем я туда должен вернуться, вот это только ты сам откроешь в себе. Поэтому думать надо. Наблюдать надо над самим собой. К чему стремишься? От чего отказываешься? Что там подсознанию? Совесть. А к чему совесть дергает тебя? Куда ведет? Так? И только в таких муках я могу открыть в себе свой путь. А если это открою, я уже стою на вершине своего восхождения. Дети приходят со своими предназначениями. Это и путь еще. Мое предназначение – мой путь. Моя миссия – мой путь. Но если я не найду свою миссию, свой путь, то я займу чужой путь. Так? Стою на этом пути, на чужом, и иду упорно, как осел, а там уже носитель этой миссии уйдет. Этого пути. Как два козлика встречаемся на узком мостике. Так? Я могу здорово ему помешать, или он может меня сбросить в яму и все. Так? Значит, занимать чужой путь очень опасно и для меня, и для того, кому этот путь принадлежит. И как размышляет один великий грузинский философ Мамардашвили, большинство людей именно так и живут. Они заняли чужие тропинки, не свои. Поэтому сталкиваются. Отсюда зависть, отсюда ненависть, раздражение, грубость, хамство, отсюда и войны. И оттуда, что люди не задумываются над самим собой, кто я, а куда я направляюсь, а где мой путь. Это делают немногие. Вот потом и спрашиваю, хорошие мои друзья, же умные люди, молодые еще. Так, задумайтесь, пожалуйста, что вы хотите от жизни? Что вы хотите оставить и унести? Если вы этого определитесь, тогда каждый день должен быть посвящен именно этому. Я беру и вот отдаю и забираю. Что-то отдаю, и что мне достается, то забираю. Так? Если так не жить, тогда жизнь пройдет впустую. И мой Христос говорит, у кого есть, тому и дано будет, у кого нет, и то будет тот не то, что есть. То есть я могу потерять и то, с чем пришел. Вместо того, чтобы приобрести. Это же большая беда. Возвращаешься к Аллаху, Он богатым тебе направил и сказал, вернись еще богатым. Более богатым возвращайся обратно. Так? Возвращаюсь не с чем. Это есть миссия, хорошие мои друзья. Каждому из нас миссия. Истинное воспитание, воспитание самих себя. Если вы не ищете в себе этого, в ваших детях этого развивать не будете. Эту страсть к поиску самого себя. Вот 4 вопроса, на которых дети должны отдавать всю свою жизнь. Ответы, искать ответы, ими тоже. Кто я? Откуда я? Зачем я здесь? Куда направляюсь? Кто я? Откуда пришел? Зачем пришел? И где возвращаюсь? Куда? Если откуда и куда пустые, не имеют ответа, так, это материальский взгляд. Один раз родился, один раз живешь, один раз умрешь, поэтому бери от жизни все, успей. Если я верю, что да, я пришел оттуда и уйду туда, а там у меня будут спрашивать о том и о том, тогда эта жизнь будет другая жизнь. По-другому эту жизнь проживу. Это 4 вопроса. Откуда, куда, кто я и зачем я здесь. Вот это миссия, значит, ребенок явление в нашей жизни, и он же носитель своего пути.
свои неповторимые вещи. Вот ваши дети вот такие, они, тем более, если они дети индиго, дети света и так далее, они с пустыми руками не рождаются, не пришли к нам. А если пришли к вам, у вас есть сын? Ой, дай Бог ему долгие-долгие годы жизни, так? Пока он родился, он смотрел на тебя, свыше, и говорит, наверное, там я обрету путь лучше у этого будущего моего папы и мамы. И рождается у тебя сын. Оправдай. Надо оправдать ожидания. Да? Ребенок имеет вот такой путь. Раньше педагогика на это вообще не думала. Какая педагогика? Материнская педагогика тем более. И сейчас будет смеяться. Мои академики часто спрашивают меня в РАУ, ты серьезно веришь в это? А почему не верите? Если Каменский верит, почему мне не верить? Если Пестолоцкий верил, а я в чем провинился? Если Сухомлинский верил, а я что? Так? Зачем не верить? Верю. И это вера для меня истина. И для тебя тоже. Правда? Ребенок весь носитель своего предназначения. Третье. Ребенок есть носитель величайшей энергии Духа. Он все может. Границы Духа не существуют. Границы тела существуют. Границы любой материи существуют. Любая материя, материальное тело ограничено объемом и так далее. Какими мега высоким, крупным не было, все равно ограничено. Дух не ограничен. Как космос не имеет начала и конца, это наш дух. Ребенок имеет вот эту высочайшую энергию. Все может. В одной прекрасной книге сказано, как только у матери родится сын, пусть мать скажет первое слово: «Ты все можешь». Это не потому, что аппарат такой, тело и так далее, а потому что мама сознает высшую энергию в виде духа. Ребенок все может, если что будет ограничивать тело. А теперь пару слов о теле. Так? Я часто привожу пример для наглядности этого вопроса. Вообразите такого исполнителя, которого я очень люблю, каким является сейчас Спиваков. Так, в мире известный исполнитель. Раньше он играл на скрипке, сейчас больше дирижирует. Но я больше хочу говорить о нем как о скрипаче. Ему пожизненно передали на пожизненное пользование скрипку Страдивариуса. Страдивариус – это в мире известный мастер тончайших инструментов. У него есть эта скрипка. А теперь вообразите, что есть скрипка для Спивакова и что есть Спиваков для этой скрипки. Если он видит на сцене без скрипки, ну что он сделает? Он может нас порадовать чем-либо? Ну, мы будем радоваться на него, глядеть, смотреть, но до каких пор? Так? Надо, чтобы он играл. Играл. А чтобы играл, нужен инструмент. Если он просто принесет инструмент и покажет нам, вот какой у меня инструмент, а что нам от этого? Ну, удивимся, это Страдивариус, правда? Давайте дотронемся. Тоже вот, это же историческая реликвия. А дальше что нужно? Чтобы он не сыграл на скрипке. Скрипка отдельно, Спивак отдельно не годятся. Кто Бог? Кто тело? Между этими. Он прикладывает эту скрипку к плечу, правой рукой смычком водит по струнам, левая играет по струнам, и извлекаются звуки. Так? Чарующие звуки. Эта скрипка – это инструмент. Духом для этого инструмента является Спиваков. Он творец.
Также каждый из вас, я тоже с вами вместе, имеем тело. Вот мое тело, вы видите, я вас вижу, и прекрасно, интересно, так, вижу. Так и знакомлюсь с вами, потому что душу вашу я же не вижу. Так, просто проявления некоторые. Так. Но суть человека не в теле, конечно, а в духе. Когда говорят насчет «я», истинное мое «я», это невидимое явление, это где-то внутри, это мой дух есть «я». Так? И чтобы дух исполнил свою мелодию на этот раз, так, как он пришел на планете Земля, ему нужен инструмент. Вот дается тело. Я стою перед вами, и вот семинар провожу. Не было бы этого тела, руки, ноги нужны, глаза нужны, голос нужен, все остальное, это все целостный инструмент такой. Тело – инструмент для духа. Отсюда, хорошие мои друзья, больше заботимся о теле нашего ребенка. Должны заботиться о теле, чтобы тело было здоровым, чтобы мозг переместился в пальцах, чтобы ребенок стал ловким, умным, подвижным он стал. Конечно, иначе, если не настраивать скрипку Страдивариуса, играть не сможете. Так? Надо настраивать тело. Чтобы тело с помощью этого инструмента потом дух смог сыграть свою единственную неповторимую мелодию, то есть жизнь сыграл в этом этого тела. Главная наша забота о духе ребенка. Говорит один святой человек, как бывает правильно поставленный голос, так и бывает правильно поставленная душа. И о душе часто не заботимся, и заботимся только о материальном проявлении, чтобы он учился, чтобы он слушался, плохо себя не вел, чтобы он кушал, ел, чтобы он одевался, так выходил, так, не грубил, не хамил. Вот чего мы хотим от него. Это что материальная сторона. А дух? Каким носителем является дух? Дух, говорю, а что в духе, в конце концов? Чем этот дух проявляется? Проявляется в образе мышления. Дух мыслит. В образе чувств. Дух любит. Дух не тело любит, тело просто реализует запросы духа. Дух любит. Дух сострадает. Дух догадывается, схватывает. Дух творит, дух. Все это надо ли нам привести в созвучие в ребенке? Многое другое. Поэтому и ставлю перед вами вопрос, а какова у вас цель воспитания ребенка? Ему сейчас 4 годика, скоро будет 24. Это уже такой возраст, когда ваше влияние, да, смотря какое прошлое осталось, такое будет наше влияние, так? Он уже выходит из непосредственного подчинения, у него своя жизнь начинается. Это будет, какую цель я тут ставлю, чтобы он не потерялся вообще. То есть моя мудрость должна мне помочь в этом, правда? Мудрость, иначе наука не поможет. Нет науки, которая скажет мне, поставь сейчас эту цель, сделай так и получишь того. Моя мудрость должна подсказать. Вообще педагогика – это наука, но она не наука, она искусство. Педагогика. Наука, так мало науки, что все научные законы педагогики на моей ладони уместятся они. Когда среди учителей стою и спрашиваю, вы же заканчивали университеты, сдавали экзамены по научной педагогике, а сейчас я подойду к вам и подарите мне один закон педагогики. В физике же есть законы, да? В
химии есть законы, формулы есть, реакции существуют, в биологии есть законы. А в педагогике какие законы? Хоть один закон. Учителя сидят, как рыба в воде. Никто ничего не может сказать. Нет законов. Педагогика – это субъективное состояние каждого из нас. Только какой вы есть, такая и есть педагогика в вас. Вот 10 семинаров проведи. Если ты не примешь что-то, этого у тебя не будет. Воспитание зависит от характера воспитателя, то есть отца, матери, так? От образованности, от вкусов, от взглядов, от привычек, устремленности, ценности вообще. И у каждого все это свое, субъективное. То, что мне нравится, может быть, вам не нравится. Чего я люблю, может быть, вы недолюбливаете того. Так? Но оба идем к детям воспитывать, скажем, в школе, так? И вы заходите, и я захожу в один и тот же класс. Я несу одну, а другой несет. Но вы же сами, одних учителей вы любили, а других не очень. Было такое? Почему? Потому что с ними нам было хорошо. Они люди были такие, а с другими было плохо. Вот так же и в школе. А мне часто подходят подростки, я с ними тоже общаюсь. Как быть с родителями, скажет иной мальчик. А в чем дело? Вот папа вот такой. Придет домой, только кричит, только все проверяет, только все ругает, то есть все не нравится. Как мне с отцом быть? Знаете, если бы сейчас был бы семинар этих подростков, как им быть с родителями своими, это было бы более 1000 раз сложнее мне это провести, чем с вами. У них больше вопросов, как им с вами быть. Им не уютно у многих мам и пап, им плохо. Поэтому придут и правду не скажут вам, где гулял, зачем и так далее, чего хочет, не хочет. Влюбился, и отцу не откроет этого, маме не скажет, что мам, ты знаешь, не скажет, потому что мама вот такая. Педагогика такое субъективное явление. Субъективное. Поэтому, если кто хочет искренне заниматься воспитанием своим ребенка, задумайтесь, пожалуйста, в вашем субъективном мире, что есть такое, которое порадует вашего ребенка, который совпадет с устремлением ребенка, который привлечет ребенка. Вот по себе так держу. Вот чтобы вот чем-то были соединены друг с другом, так с чем-то, хоть малюсеньким чем-то. Если нет этой связи, это Сухомлинский назвал духовной общностью, то воспитания не будет. Если ребенок не верит вам, то не верит, и все. А рядом, вместе спите, там дома, вместе обедаете, утром рано и так далее. Как будто все едины. Он не верит. Так? И поэтому слово Отца уже пройдет мимо ушей. А мы будем возмущаться, как это так, мимо ушей. Итак, что я вам предложил, друзья мои? Предложил видение ребенка, философский взгляд. Если кто хочет, пусть запишет это вот таким треугольником острым вверх. Так? Ребенок есть явление в нашей жизни, он есть носитель своего предназначения, и внизу ребенок есть носитель величайшей энергии Духа. Вот это есть духовная суть ребенка. А какова природная суть? Это я после перерыва вам об этом расскажет папа. Это будет другой треугольник уже. Вот в фоне этого объяснить некие слова и тем самым углубиться в суть воспитания, чем мы все занимаемся. Об треугольнике вот острем вверх зарисуйте это. И с правой стороны от вас запишите. Ребенок есть явление. Он явление.
Он есть носитель своей миссии, миссия. И в основании, запишите, он есть носитель величайшей энергии Духа, энергия Духа. Вот 3 качества духовной сути ребенка. Так, он с этим приходит к нам. Может быть, еще многое другое, но это 3 хватит нам, чтобы удивляться и восхищаться нашим ребенком. Он же явление, он же носитель своего предназначения. К сожалению, в Коране мало разговоров о детях. Там есть более высокие разговоры о взрослых, прекрасные, я многих выписал. А в Новом Завете такое записано: «Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». А потом что написано: «Кто примет одного из малых сих во имя Меня, тот Меня принимает». Знаете? А Коран согласен с Новым Заветом. Если я принимаю ребенка во имя Христа, то самого Христа принимаю. Какое должно быть мое отношение к ребенку? Вот почему я попросил вас эту мантру, да? Спасибо, Господь, что доверили мне твоего чада. Ваше чадо – это частица Бога. К вам пришла эта частица. А вы будете кричать на ней? Орать будете? Выгонять будете? Заткнись будете говорить? Не твое дело будете? Такие вещи говорить. Если вы принимаете ребенка вот таким, как явление от Бога. Но как только из моего сознания это уходит, такое восприятие, конечно, я могу сорваться и накричать, и палку брать, и выгнать, и, в общем, проявить многие строгости, чтобы держать его в руки. Как он смеет? Я из него должен человека сделать, а он не хочет. А я все же сделаю. Получается конфликт. Итак, несколько слов на этих 3 качеств Духа. Воспитание. Начнем с этого слова. Воспитание. Загляните внутри слова, пожалуйста, самого слова. Слова так просто не строятся. Это не просто сочетание букв. Питание стержня, осы. Питание духовного стержня. Ось питается. А какая ось это? Что за ось питается? Это внутренняя суть ребенка. Это не позвоночник. Это тело. Воспитание не касается тела, а касается духа только. Чем питается это основание человека? Здесь есть у нас уникальное слово, которое звучит как образ, образование. Так? Это слово истекает, опять-таки, из Ветхого Завета. Бог сотворил нас по образу и подобию самого себя. И Коран так звучит, Ветхий Новый Завет так звучат. И любые мировые религии, традиционные, классические, принимают этот постулат. Каждый из нас сотворен по образу Творца. Значит, у нас есть образ Творца, так? В каждом из нас. Ребенок родился, в нем уже есть образ Творца. Этот образ Творца может быть безобразным? Не может быть. Значит, этот образ высочайший, очень красивый. Но кто-либо видел из этого образа? Не видел. Значит, нам остается только верить, что в ребенке есть этот образ Бога. Если бы мы с вами открыли бы такую великую педагогию, которая смогла бы раскрыть все задатки этого образа, кого бы мы получили? Можете представить? Бога человека получили бы. Бога человека. В нас божественная сущность присутствует. Не можем стать Бога людьми.
Но не хватает, терпения не хватает, знания не хватает, вера тоже не хватает. Верим, но до порога верим. А верить до порога нельзя. Или до беспредельности, или никак. В ребенке этот образ присутствует. Мы сейчас вот закроем глаза и хотим заглянуть там. А что в этом образе? Наверное, есть чувство красоты. Есть чувство красоты. Как мне это чувство красоты выявить? С помощью красоты внешнего мира. Красивые песни, красивые отношения, красивый урок, ласка красивая, любовь красивая, все красивое. Там ведь божественная сущность такая, а я создаю красоту. Задеваю это чувство. И вижу, ребенок образовывается, в нем растет, развивается чувство красоты. Так закон или аксиома: красота воспитывается красотою. Там есть чувство любви, вот зерно любви. Конечно, в каждом человеке есть это, даже в животном мире есть это чувство. Ну, чувство другого характера, но есть. А в человеке это совершенно, наверное, божественное это чувство, самое высокое чувство любви. Я верю, что это есть. Но могу ли это взращивать в ребенке? Чем? Надо любить. Как любить? Нежно любить. Чтобы он понял мою любовь, принял мою любовь, восхитился моей любовью, принимал мою любовь. Осторожно надо любить. Не пугать любовью. Любовь воспитывается любовью. Ребенок рождается Божья сущность. Там есть милосердие. А сколько говорится в Коране о милосердии. Вы милосердными будьте. И, может быть, Аллах соберет вас вместе. Милосердие обязательно присутствует в этом неком сгущенном образе Творца в ребенке, милосердие. Надо это воспитывать. Опять, милосердие воспитывается милосердием, доброта добротою, чуткость чуткостью. Злоба не может доброту воспитывать, ненависть не может любовь воспитывать. Но любовь может преобразовывать ненависть. Но высшее чувство может проглотить, растворить в себе низшее, а низшее этого делать не может. В ребенке нет злости. И это уже рожденное качество социальной жизни человека. Сам ребенок злым не рождается, агрессивным не рождается. Так как у нас нет педагогики, то повадки ребенка нам кажутся агрессивностью. Вот и боремся. То есть раскрытие этого Божьего образа и есть настоящее образование. А ваши дипломы на фоне этого никудишние, они ни на что не годятся. У кого-то, может, 2 диплома есть, или даже 3. Трижды высшее образование, трижды не бывает этого. Ну, у вас есть некий объем знаний в этой сфере, в другой сфере. Вот об этом идет речь. Но у нас слова не хватает, поэтому эти дипломы назвали образованностью. Так, нашу. А моя бабушка, а может быть, у вас тоже есть такие бабушки, которые не умела ни читать, ни писать, имела высшее образование лучшее. И любили, уважали, спрашивали. Она добрейшая душа. Это и есть образованность истинная. Так, воспитание. Чем питается духовное стержень ребенка? Образами. Если у ребенка есть образ Творца, я как папа ведь отец. Что есть отец? В переводе. Это означает сила правления Творца. То есть я всячески уподобляюсь Творцу.
нравом, характером, всячески стараюсь это сделать. Так? И в ребенке просыпается лучшее качество. Образ раскрывается образами. А эти образы создаем мы. Сейчас будет уже возможность поговорить о любви. Как любить ребенка? Можно любить грубо, можно любить нежно. Грубая любовь тоже любовь, но не воспитывает. Нежная любовь, воспитательная любовь. Как мама прижимает ребенка и целую облизывает, а ребенок кричит: отпусти, отпусти. Это не любовь. Это мама свои животные желания удовлетворяет. Надо спрашивать ребенка: можете поцеловать? Дай мне, пожалуйста. Это будет уже воспитательный поцелуй. Это есть суть воспитания, питания духовного стержня лучшими образами, что в результате повлечет образованность и воспитанность ребенка. Вот слово «воспитание». Хорошо, что многие из вас не читали учебник по педагогике, а потом там глупости говорится о воспитании. Система мер и так далее, который ведет ребенка от того к тому. А это, как говорится, ларчик просто открывается. У ребенка есть образ, откройте этот образ, пожалуйста. Второе понятие. Ребенок. Это, может быть, надо было начинать. Сейчас я подарю вам маленький словарик для домашнего пользования. Ребенок в переводе означает, не буду говорить откуда, как переводится, вам это не нужно, означает возрожденное новое бытие. Ребенок возрожденное новое бытие. Правда, а кто будет создавать новую жизнь? Дети. Они сейчас бегают, шалят. Они не шалят. Не грубят. Они делают то, что должны они делать потом. Если очень хорошо присмотреться, мы можем даже под увеличительным стеклом увидеть будущую жизнь детей. Как они вас любят, как относятся, к чему стремятся, от чего отказываются. Все это их будущая жизнь. Только в увеличенном виде и формах. Дети. Ребенок, возрожденный новое бытие. А дети? Сейчас поймете, почему Христос сказал: не будете как дети. Дети в переводе означает народ, действующий в истине. Народ, действующий в истине. Вы же понимаете, что мы не те люди, которые в истине живут. Мы очень боимся истины. Это прячем истину, отходим от истины. Чтобы покрыть истину, даже вот ложь нашей жизни приличествует, так, обман, недоговоренность, заувалированность чего-либо, так. То есть это так много, что практически мы живем воображаемой жизнью. Дети, народ, действующий в истине, дети лгать не умеют. Но мы можем научить лгать спустя года 2-3. В 5-6-летнем возрасте ребенок уже может лгать. А в 12-15-летнем возрасте он уже сознательно, защищая себя, будет лгать. Я говорю о себе тоже, и о вас тоже. И разве всегда все объяснили нашим родителям? Я лично нет. Садиться на трамвай, гулять по всему Тбилиси, так, чтобы уроки пропустить. Потом, ибо там я смог схватить на 6 уроков 6 двоек. А зачем мне это? Вот на трамвае прихожу домой. Да, я в школе был, а в школе не был. Обманывал маму. Сейчас мне это стыдно. Так?
Но это не моя вина, а вина моих учителей, которые так устроили, что мама должна возмущаться из моих двоек. Вот я не хотел ее возмутить. Вот так получается, хорошие мои друзья. И это даже так, на работе, в общении с детьми, в общении друг с другом, муж, жена в семье. Вы сами определитесь, пожалуйста, в этом. Надо чистить отношения, чистить, чтобы долго жили, счастливо жили. Чистить. Хотя бы вы со своей женой будьте правдивы до предела. Чтобы ничего у вас не оставалось. Хотя бы вот перед самым любимым человеком. Ничего. Если мир не примет вас таким, хотя бы жена пусть примет меня. Даже иногда этого боимся. Потому что много правду скажешь, много бед на себя навлечешь. А дети, они прямо могут сказать правду. Смотрят и говорят правду. Потому что они даже не думают, что можно по-другому еще говорить. Это есть дети. Вот слово, понимаете, вот семантика этого слова. Почему нам сказано, не будьте как дети? А вернуться к детскому положению, состоянию, нам нелегко. Хотя бы в процессе воспитания обретем это качество. Воспитывая правде, будем сами правдивыми, может быть. То есть воспитание наших детей есть наше воспитание, хорошие мои друзья. Наше воспитание. Ребенок для вас есть камень преткновения. Это ваша проверка. Ребенок пришел к вам, чтобы вас проверить, какой вы человек вообще. Так? Вам можно доверить или нет? Вы же потом вернетесь, там еще надо другое что-то создавать. Бог еще другое что-то поручит вам. Надо новые планеты строить, новые миры создавать. Можно вам это доверить? Не этими столетним проживанием на Земле измеряется наша суть. Это минутное состояние наше. А вечностью измеряется. Можно нас доверить? Аллах доверит вам. Поэтому это надо заслужить здесь и сейчас. И будете как дети, так? Теперь слово «забота». Забота. Вы пришли на этот семинар, потому что вас как-то чувство заботы вас привело. Вы чем-то озабочены, воспитанием ваших детей, будущностью ваших детей, самим собой, так? И что это привело вас жертвовать собою, 2 дня жертвовать, я же понимаю, хорошие мои друзья, что это значит. Так? И сидеть на этом семинаре, потом монолог слушать. Вы пришли, вас привело именно забота. О ком? О многом и о ваших детях в частности, так? А что значит забота? Это значит за божественной тайной. Забота за божественной тайной. Какая божественная тайна в ребенке? Образ. Там же есть образ Творца. Вот это и есть тайна. Кто разгадает эту тайну? И должны только чувствовать эту тайну, чувствовать. Чувствуешь эту тайну, так? И стараешься, проявлять, верить ее, верить. И этот процесс называется воспитанием, образованием, обучением, наставлением называется этот процесс. Верить нечто, которое там есть, мои глаза не видели, это тайна. Чувство подсказывает. Это должно быть так. Поэтому педагогика – это сфера мудрости. Если вы не обретете эту мудрость, только к вам не придет. Русская мудрость, мудрость материнского сердца. Всемогущая педагогика. Мудрость материнского сердца. Это забота.
Давайте объясню самое главное понятие сейчас, об остальных постепенно по ходу нашего. Гуманность. Я же гуманную педагогику хочу вам предложить. Гуманность. Гуманность – это слово санскритское, как и многие другие слова в русской речи. Да не только в русской. В речи многих народов. От этого слова в русской речи осталось слово, прекрасное слово умный. По-санскриту звучит это слово умен. Умен в переводе означает смертный, который ищет в себе свое бессмертие. Это умен. Смертный, который ищет в себе связь со своим духом. Смертный, который ищет связь с Богом. Творцом ищет связь. Человек, находящийся в этом поиске смысла жизни, так, миссии, высших ценностей, человек, который вот в этом поиске находится, неважно, найдет или не найдет, это дело не об этом, а о том, что он должен искать в себе, познай себе самого, да? Тот, который находится в этом познании себе самого, по-санскритски он умен. Умный. Умен. Отсюда и слово гуманный, гуманность. Это наслоение речи делает слово таким, да? Гуманность. А какая будет гуманная педагогика тогда, если слово вот это означает? Она будет такая: помочь ребенку задуматься над самим собой, кто я есть, зачем я здесь, откуда и куда я направляюсь. Задуматься вот над этими вопросами. А я как воспитатель, как отец, как мать, уже с младенцем буду говорить об этом. Сейчас вот так, потом еще, годы уходят, а еще возвращаюсь, еще в разных вариациях, в разных. И постепенно капаю одно и то же, что ты должен искать себе, ты у тебя дары духа, нельзя с этими дарами вернуться обратно, их надо оставить людям. Здесь я постоянно, вот мои речи, по текстах моих подходов к ребенку лежит эта мысль, то, конечно, ребенку не будет другого пути, он подойдет к этому сознанию. Сейчас вообразите, хорошими людьми, озабоченных казанцев. Так важно, на ваших прекрасных улицах идет толпа. И все они озабочены. Кто я и зачем я иду? Зачем я в магазин зашел? Зачем я... Вот думают об этом. Это же был другой народ, вы понимаете этого? Эта озабоченность, человек как будто просветляется. У него глаза другие уже. Потому что я могу искать себя в себе только через вас. Не то, что я вот лягу где-то в постели, уединюсь, где-то на диване лягу, и уже думаю, а кто я, откуда я? Через вас я должен это разгадать, свою тайну. Кто я, она должна сказать. Ее глаза должны мне подсказать. Отношения людей ко мне должны подсказывать. Я кто я? Зачем я здесь? Зачем? Я познать себя без вас не смогу. Робинзон Крузо не смог бы познать себя. Только с Параскевой вместе. Есть пятница, да? Параскева по-грузински получилось у меня. С пятницей вместе. Может познать, а один нет. Ибо человек познает себя, а обществе себе подобных. Вот это умен. А если я через вас буду познавать, каким я должен быть для вас, а мои отношения какими должны быть к вам?
Так? Получается, что я из себя воспитываю для вас. Вы принимали меня. Я вычитываю, какой вам нужен, а Монашвили, а я стараюсь быть таким. Если вы то же самое делаете, значит, оба продвигаемся. Я умен, и вы умен. Оба умные люди в этом деле. Вот это и есть гуманность. А не просто любить, уважать, помогать. Конечно, мы должны любить, уважать, помогать, сострадать всем. Так? Но с условием: ищи в себе свой путь к Богу. Этого ищи. На этой почве помоги, сострадай и тому подобное. Наверное, здесь есть кто, особенно женщины, вот готовите обед. Но кто-то, может быть, и молитву читает там же. Или же вот красная леди, да, готовит обед для мужа, и тоже думает: вот муж придет, мой хороший, ой, прекрасный он, если бы он не был. И вот готовите обед. Какой будет этот обед? Вы понимаете это? Я не шучу, хорошие мои друзья. Эти приправы, это все примет иную, не знаю, духовную, как пища будет духовной. Хотя она приготовлена из чего? Прочти молитву. Это меняет пищу. Вы же знаете, когда вот крещение или что-то, христиане умеют, святая вода. Молитву читают, вода структуру меняет. Это же правда. Вот так же, пища, это вода. В общем, все меняется. Все от того, какой наш духовная энергия, какую энергию направляем мы на объекты, на предметы, на сущности и так далее. Так, слово гуманность. Так. Хорошие мои друзья, я не знаю, как мы состоялся первая половина первого дня, но вторая половина финаль будет чуть другим. Так что отдохните, пожалуйста, приятного вам аппетита. Так? А я с нетерпением буду вас ждать. Спасибо.